Вот еще один натянут, короче. В лучшем случае падение, в худшем тяжелые травмы ждут угодившего в эту ловушку на скорости. Такие растяжки толщиной с мизинец в лесу вблизи поселка Северный местные жители начали находить с прошлых выходных. Чаще всего это не просто веревки, а настоящие металлические тросы. Я как раз шла, наткнулась, а свахе говорю: ты смотри, она говорит: вот хорошо, что ты сказала, а то б я и голову, говорит, оторвала. Похожим образом в прошлом году мужчине буквально отрезало голову в соседнем Башкортостане. Он ехал на гидроцикле и погиб, не заметив натянутый трос. Скорость примерно та же, что развивают и мотобайки, поэтому местные считают это потенциальное преступление. За рулем при этом зачастую дети. Девчонки даже лет 10-12, наверное, с бантиками. Одна девчушка ходит тут лет 10, наверное. Ездит 10-13-летние. Но еще сажают. Даже Пятилетних детей. Сейчас веревок между деревьями уже нет. Возможно, кто-то успел их срезать, а может, кто-то и столкнулся с этой ловушкой. Ведь на высокой скорости, тем более вечером, их практически невозможно заметить. А если и заметишь, то времени на маневр не останется. Вот такой. Точно диаметр тоже, не могу ничего сказать. Пока одни ставят растяжки, другие их снимают. Ежедневно группа местных жителей собирает по несколько десятков метров опасных тросов, находят их по всему лесу. Ночами приходится дежурить, но тросы появляются снова. 2 дня назад 3 троса сняли, чуть не с мизинец толщиной. Сегодня 5 тросов сняли. Натянуто практически на уровне вот так вот. Если человек поедет, не дай бог, голову отрежет. Тем временем тревожная статистика на дорогах Татарстана только усиливает беспокойство. Растет число аварий с участием детей-водителей. 20 апреля возле села Кощаково 15-летняя девушка столкнулась за рулем квадроцикла с легковушкой. Сама пострадала, 12-летний пассажир погиб. Через 3 дня сотрудники ГАИ поймали другую 15-летнюю девушку уже за рулем питбайка. Она ехала по Вознесенскому тракту. 25 апреля здесь же остановили багги под управлением 9-летнего мальчика. На совещании в Доме правительства Рустам Минниханов поручил ГАИ усилить контроль за соблюдением правил эксплуатации подобных средств передвижения. Анализ причин подобных происшествий покажет, что со стороны родителей, владельцев квадроциклов, мототехники не обеспечивается должный контроль за безопасным хранением и использованием таких средств передвижения, что зачастую приводит к печальным последствиям. Обращаю внимание родителей на то, что даже обычный велосипед требует обучения ребенка основам безопасности. Каждый необдуманный выезд на дорогу может закончиться трагедией. Ситуация уже всколыхнула общественность. Как считают профессиональные мотоинструкторы, тросы ситуацию не изменят. Нужно формировать среду. Нужно еще создание условий, среды для питбайкеров, для реализации. Причем у нас в республике есть условия. Это закрытые площадки и специализированные кроссовые эндуро-трассы. Просто хотелось бы их в большем количестве, потому что количество питбайкеров, оно очень быстро растет в связи с доступностью этой техники. Похожее мнение и в Общественной палате республики. Питбайки, квадроциклы и другие виды спортивного транспорта не должны пересекаться с пешеходами и водителями. Это тоже, кстати, горожанам не нравится, когда на улицах с завыванием носятся мотоциклы уже в ночное время. Да, пешеходов меньше, но, к сожалению, аварии тоже случаются. Все-таки это должны быть люди, это должны быть специальные места, участки. Выход пока один. Напоминать о правилах безопасности самим подросткам, их родителям и всем, кто выпускает на дорогу неподготовленного водителя. Детям до 16 лет запрещено не только управлять этим транспортом, но и ехать на нем в качестве пассажиров. Рамиль Шайдуллин, Амзиль Гарипов, ТНВ, Казань.